Юнуса, Ионы, названа 10-я сура Священного Корана. Всего имя пророка встречается в Священном Коране 6 раз. Он родился и жил в городе Ниневия, столице ассирийского государства, на территории современного Ирака, располагавшейся на восточном берегу реки Тигр. Согласно Ибн Исхаку, его отца звали Матта. В возрасте 30 лет Всевышний наделил его пророческой миссией, и он долгие годы призывал соплеменников к единобожию и добродетели. Жители Ниневии, которым проповедовал Юнус, не признавали Божьих заповедей, поклоняясь идолам и совершали порицаемые поступки. Из более чем 100-тысячного населения города лишь немногие вняли призыву пророка. Огорченный поведением соплеменников, Юнус покидает родной город, но, выйдя за его пределы, получает божественное повеление вернуться и еще 40 дней призывать жителей Ниневии. Подавляющее большинство людей оставалось безразлично к его словам. Видя духовную слепоту общества, в течение многих лет пророк Юнус с болью в сердце все-таки оставляет город за 3 дня до наступления Божьей кары, тем самым ослушавшись Творца, повелевшего быть положенный срок. Могут ли 3 дня изменить людей? Нам ведь тоже кажется, что нет. Но на все воля Создателя. Накануне наступления наказания лица ниневитян пожелтели, а небо над городом потемнело. Осознав истину слов Юнуса, прозревшие люди корили себя за то, что не послушали своего пророка. По совету одного мудреца, желая принести всеобщее покаяние, жители города поднялись на холм и вернули друг другу то, что было взято не по праву. Они отреклись от идолов и уверовали в единого Бога, замаливая свой грех жертвоприношениями и богоугодными поступками. Они накормили жертвенным мясом всех бедняков и сирот, а потом, со слезами на глазах, обратились к Всевышнему со словами прощения. Сообщается, что Создатель принял покаяние ниневитян и простил их, сменив наказание на милость. Эта великая история служит примером проявления безграничной милости Аллаха, которая опережает его гнев. Покинув Ниневию, Юнус отправился на берег реки Тигр. Там он сел на корабль и отправился в плавание. Неожиданно корабль остановился в открытом море, и его никак не могли сдвинуть с места. Тогда люди, находившиеся на корабле, решили, что среди них есть грешник, которого следует выбросить за борт, чтобы судно двинулось дальше. Дабы определить его, они стали бросать жребий, который несколько раз выпал пророку. Как только пророк очутился за бортом, его по воле Всевышнего проглотила большая рыба. Заточение в чреве рыбы стало наказанием за то, что Юнус покинул Ниневию раньше положенного Всевышним срока. Находясь в 3 мраках, а именно ночи, морской глубины и чрева кита, пророк Юнус сильно раскаялся, сказав: «Нет Бога, кроме Тебя, Ты бесконечно далек от всех недостатков. Воистину, я был из числа ошибающихся, поспешно покинув свой народ без Твоего на то разрешения и не дождавшись ответа на призыв». По воле Всевышнего рыба исторгла из своего чрева Юнуса на берег, где он смог восстановить свои силы, кушая плоды растений и молоко животных. Юнуса, вернувшегося в родную Ниневию, жители встретили радостно и со словами прощения. Согласно Корану, жители этого селения были единственным народом, которому удалось избежать наказания. Рассказ о Юнусе крайне поучителен. Во-первых, он призывает нас не судить людей за их заблуждения, ибо это прерогатива Бога. Во-вторых, эта история учит нас тому, что отчаянию нет места в сердце верующего, поскольку все в руках Творца. И самое главное, Бог нас слышит везде, даже сквозь 3 мрака, и дарует свою милость и помощь. Глубокий, в прямом и переносном смысле рассказ о пророке Юнусе – это повествование со счастливым финалом, где показано, что судьба нашего мира зависит от каждого человека, от тебя и от меня.